Ну а в Санкт-Петербурге завершил работу 6-й форум студенческой молодежи Республики Коми. Регион представили более 300 студентов. Ребята ознакомились с вакансиями в органах исполнительной власти, молодежными проектами, которые реализуются в регионе. В командных играх прочувствовали на себе профессии будущего, а также пообщались с самым молодым министром России. Елена Кононова обо всем по порядку. Участники форума начали подтягиваться еще за час до начала. Все они уроженцы Коми, учатся в различных вузах северной столицы. Многие планируют вернуться в республику, поэтому первый блок программы для них самый важный. Здесь можно узнать, а с чем ждет их малая родина. Безусловно, очень приятно принимать участие в этом форуме. Приятно видеть за 1000 километров от республики своих земляков, своих ребят, которые сюда пришли не просто так посмотреть, а именно для того, чтобы узнать необходимую информацию, получить ее, для того, чтобы спланировать свое возвращение в Республику Коми после учебы. Ребята ищут себя, конечно же, не только в сфере наемного труда. Многие ребята хотят открыть свое дело, раздумывают над этим. И я приглашаю открыть свое дело в Республике Коми. В холле 3-го этажа интерактивная студия. Каждый желающий может сфотографироваться с уникальными авторскими аксессуарами на фоне природных красот Коми-края. К фотографу выстроилась очередь. Принтер работал без остановки. В актовом зале университета развернулся мобильный кинотеатр. Здесь транслировался выпуск программы «Поедем, поедим» с известным американским русским Джоном Уорреном, который к нам приезжал осенью этого года. На этой площадке студенты проверили свои географические знания в игре «Путешествие по краю», а здесь попробовали себя в специальностях будущего под руководством опытного наставника, руководителя группы игротехников школы будущих президентов Игоря Пушилова. Ребята познакомились с надпрофессиональными навыками, которых не обучают в вузах и не учат в школах, навыки, которые ребята изучают с помощью дополнительного образования и форумов, таких как этот. После работы на интерактивных площадках участников в актовом зале ожидал приятный сюрприз. Ухтинская рок-группа «Сильверы». Молодые артисты исполнили несколько собственных композиций. Затем разговор по душам с 24-летним министром культуры Сергеем Емельяновым. Молодежь встретила его бурными аплодисментами и засыпала вопросами. Беседа затянулась на 1,5 часа. Без вопросов не остался и Сергей Гапликов. Вообще я хотел увидеть главу, но жалко, что его нет. Но я поучаствовал в конкурсе и надеюсь, что мой вопрос дойдет до него. Организаторы обещали, все обращения дойдут до адресата, а тот, кто задаст лучший вопрос, получит приз – экшн-камеру. Имя победителя станет известно 17 декабря на собрании Санкт-Петербургского Коми землячества «Неватаз». Елена Кононова, телеканал Юрган, Санкт-Петербург.